Ну а сейчас наш корреспондент Афанасий Николаев находится на прямой связи со студией из Центральной избирательной комиссии республики. У него вся свежая и оперативная информация о едином дне голосования. Афанасий, здравствуй, тебе слово. Добрый вечер, Влад. Сейчас в Центральную избирательную комиссию Якутии истекается вся информация со всех участков на территории республики. Уже полчаса, как избирательные участки закрылись, и уже начался подсчет голосов. И сейчас всю информацию по явке нам скажет Ирина Николаевна Конакова, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики. Ирина Николаевна, скажите, сколько якутян пришло сегодня на избирательные участки? Ну, у нас пока актуализированные данные по явке избирателей существуют только по состоянию на 6 часов вечера. И эта информация сейчас активно вводится в ГАС-выборы. Обновленную информацию мы с вами получим немножко позже. Я готова прокомментировать те итоги, которые были зафиксированы на 6 часов. Явка избирателей у нас по всей республике составила более 45%. И мы зафиксировали, что в 17 районах республики явка составляет около 60% или выше. А в 5 районах зафиксировано выше 70% явки. А в каких районах зафиксирована наиболее высокая явка, а в каких явка пониже? Ну, ситуация, в принципе, стандартная. Каждые выборы нами наблюдается в этой связи. Северные районы показывают активность избирателей, сельские местности. Где явка ниже, это, конечно, промышленные районы, города. Там всегда явка пониже у нас. А по сравнению с другими регионами Дальневосточного федерального округа, как у нас ситуация? Дело в том, что всего в Дальневосточном регионе проводятся только в 2 регионах выборы высших должностных лиц. Это в Республике Саха у нас и в Приморском крае. Но в Приморском крае, конечно, по численности проголосовавших они превосходят, но все-таки в процентном соотношении мы лидируем. Спасибо большое, Влад. Мы продолжаем следить за ситуацией отсюда, из Центральной избирательной комиссии. И уже в 12 часов у нас будет более полная информация по явке.